В Коми 277 новых случаев инфицирования. 89 человек выздоровело, 5 скончалось. Всего с начала пандемии выявлено 57 686 больных COVID-19. Статистика по количеству заболевших в республике меняется незначительно. Инфицированных все так же много, больничные койки переполнены, а время ожидания результатов COVID-тестов увеличено. Как уберечь себя от болезни, расскажет Дарья Вологжанина. Вирус не щадит никого. Сейчас преобладает индийский штамм Дельта. Он непредсказуемый и более заразный. Республиканская инфекционная больница переполнена взрослыми, а теперь и детьми. Для них выделено целое отделение. Самому маленькому пациенту всего 5 дней. Попал он сюда прямо из роддома. Единственный способ снизить тяжесть заболевания – это вакцина. Ежедневно количество привитых от COVID-19 увеличивается. Антитела у них появляются через месяц-полтора. Люди поступают вакцинированные, те, которые вакцинировались 1-2 дня, например, 3 дня назад, да, и заболевают после этого. Почему? Потому что люди думают, что вот вам сделали вакцину, да, все, мы не заболеем, да. Ну и люди, как обычно, что маску не носят, да, бегут в магазины, маски не одевают, собираются, празднуют что-то там, отмечают что-то, да. Молодежь приходит к ним, без маски с ними общаются. Вот. Ну и, соответственно, с этим заражаются инфекцией. Прежде чем ходить куда-то, да, после вакцинации, надо поберечь себя. В каком смысле? Это значит в течение хотя бы месяца-полутора месяцев, да, носить маску обязательно, да, соблюдать сангигиенические навыки, никуда не выезжать. Список противопоказаний к вакцине постепенно снижается. Беременность, по словам главного внештатного эпидемиолога, тоже не ограничение. Гамковидвак или Спутник Ви теперь можно ставить на 3-м триместре. Так какие же сейчас являются постоянными пока противопоказаниями? Это ограничение в возрасте на все вакцины, которые на сегодня имеются у нас в обороте в отношении коронавирусной инфекции. Это возраст до 18 лет. Мы детей не вакцинируем. Но это тоже, я так думаю, что это временно, потому что сами видим, что у нас начали болеть дети. Болеют тоже тяжело, есть случаи тяжелых заболеваний. Если на первой волне дети бессимптомно болели или вообще не болели в семье, то сейчас болеют у нас семьями, болеют дети, они попадают в стационары, у них появляются тяжелые осложнения. Поэтому, конечно, необходимо нам защитить детей. Первый этап иммунизации трудовых коллективов окончен. Второй заканчивается 27 августа. В столице Коми открыты пункты, где без очередей могут привиться сотрудники различных организаций. Например, здесь, в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. Изначально мы позиционировали это как пункт в первую очередь для организованных коллективов, то есть для работодателей. Также и на пункте проходят вакцинацию просто люди в порядке живой очереди. На сегодняшний день активность работодателей возросла, то есть к нам обращаются фактически постоянно, и ежедневно проходят организованные коллективы 2, 3, 4 учреждений, в зависимости от количества. Для того, чтобы работодателю к нам попасть, то есть достаточно созвониться с приемной нашего учреждения. Сейчас важно как можно скорее достичь так называемого коллективного иммунитета. По данным регионального Минздрава, первый компонент вакцины получило более 215 тысяч человек, второй – почти 172 тысячи. Еще столько же должны привиться первым компонентом, чтобы дотянуть до заветных 60%. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, Артем Соколов, телеканал Юрган.